Апелляционные жалобы адвокатов Али Асанова и Ахтема Чийгоза российский суд Крыма отклонил. Чийгоз и Асанов остались под стражей. Адвокаты требовали отпустить подсудимых, потому что следственные действия уже закончились. Подзащитные не смогут повлиять на следствие и свидетелей. Заместитель председателя Меджлиса требовал не затягивать рассмотрение дела и скорее зачитать решение так называемого суда. Рассмотрение жалобы Мустафы Дегерменджи перенесли на 16 мая, потому что его адвоката на заседании не было. На протяжении уже очень длительного времени никакие следственные действия не проводятся, ничего. Следователь уведомил меня и Асанова об окончании предварительного расследования 12 апреля. Мне кажется, что одной лишь тяжестью предъявленного обвинения Асанову нельзя такое время уже содержать его под стражей. У Асанова очень сложно в связи с его содержанием под стражей семейное положение. Жена в одиночку воспитывает 4 детей маленьких. Так вот, я и не доверяю той видимости, которую вы все хотите соблюсти. Насчет меня это делать не надо. Зачитайте, и мы подойдем. И я знаю, что все мои друзья, родственники все-таки где-то надеются, что может что-то быть какая-то справедливость. У меня давно это чувство уже пропало. Поэтому я всех благодарю за то, что пришли, поддержали, однако в этом цирке участвовать я не согласен. Если суд готов объективно выполнять законы той страны, которые присягали, а учитывая, что вы присягали неоднократно и ни одной стране, я не доверяю вам. Крым – это наша родина, мы не собираемся отсюда никуда уезжать. И не надейтесь, и не рассчитывайте на это. И то, что вчера происходило в Крыму, в Бахчисарае в частности, нагнали столько людей, арестовали опять под эгидой, под этой фишкой, под зонтиком терроризм, экстремизм. Если вы приехали сюда, уважаемый судья, и вы служили всегда государству России, то гособвинение служило другому государству под названием Украина. Мы уже прошли такое большое количество судов, что, честно говоря, действительно такое ощущение, что мы актеры по неволе. Значит, кому-то нужно провести вот эти вот нормы, правила, послушать нас, услышать нас, а потом уйти и дать это решение, что, безусловно, участвовать в каком-то театре, в котором ты насильно в актерском каком-то виде, не хочется.